Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские поймали подозреваемых в разбойном нападении. В полицию обратился таксист, который рассказал, что неизвестные его обокрали. Он подвозил двух мужчин. Неожиданно пассажир, который сидел на переднем сидении, накинулся на таксиста и начал его избивать. Затем второй пассажир, который сидел сзади, накинул на шею водителя ремень и стал его душить, требуя, чтобы он отдал им деньги. В результате борьбы таксисту удалось вырваться и выбежать из машины. В это время подозреваемые сбежали, украв при этом 350 рублей, найденные в салоне. Подозреваемых удалось задержать в течение дежурных суток. Ими оказались двое ранее судимых 35-летних уроженцев Нюрбинского и Верхоянского районов. В их отношении возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В городе Мирном мужчине за повторное пьяное вождение назначили наказание в виде крупного штрафа. По сообщению прокуратуры Якутии, подсудимый, будучи уже привлеченным к административной ответственности за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования, вновь сел за руль пьяным. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей. В Якутске возбудили несколько уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев. Об этом сообщает прокуратура региона. В ходе проверки установлено, что 3 жителя города Якутска фиктивно поставили на учет 43 иностранца. Естественно, по месту прописки они не жили. Прокуратура города направила материалы проверки следователям. По результатам их рассмотрения возбудили 3 уголовных дела. Словно возвращение в 90-е. В Сунтарском районе осудили мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает прокуратура региона. Двое ранее судимых мужчин в мае 2018 года вымогали у родственника одного из крупных предпринимателей района более 3,5 миллионов рублей. С оплатой их в течение 1 года в сумме 300 тысяч рублей ежемесячно. При этом они угрожали убийством и расправой в отношении членов его семьи и близких людей. Подтверждая возможность приведения своих угроз в исполнение, они указывали, что принадлежат криминальному миру. Один из них является криминальным авторитетом и что их угрозу исполнят ранее судимые лица. Также в ходе обыска дома у одного из них обнаружили более 100 незаконно хранящихся нарезных патронов. Вину в совершенном преступлении не признали. Вместе с тем, в ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие их виновность в совершенном преступлении. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного из подсудимых к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, второго к 9 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Необходимо отметить, что данные преступления выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных с выездом в район, аппаратом прокуратуры республики и Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия в связи с событиями, произошедшими в начале июня прошлого года на паромной переправе села Сунтар. В Намском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мяса. Жительница села сообщила полицейским, что неизвестный украл из веранды 25 килограммов жеребятины. Общая сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. В день происшествия мужчина возвращался домой после очередной пьянки. По пути он решил зайти в один из домов, где, как помнил, ранее проживал его давний знакомый. Злоумышленник свободно проник в помещение веранды и похитил оттуда мешок мяса жеребятины. Похищенное подозреваемый донес до своего приятеля и попросил у него санки, чтобы доставить мясо до дома. Но санок у него не оказалось. Тогда подозреваемый оставил похищенное на территории частного дома знакомого, спрятав в баке. Сейчас похищенное изъято и возвращено владельцу. А в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.